Приветствую, друзья! На территории Украины продолжаются бои, и мы видим, что натовские войска пытаются контратаковать в районе Купянска для того, чтобы вернуть ранее утраченные позиции, потому что вчера союзные силы приняли серьезную контратаку и смогли отбросить на несколько сел вооруженные силы Зеленского. Мы видим, что купянское направление для Зеленского и прочих натовских стран сейчас является приоритетным, потому что если просто соизмерить атаки, то мы видим, что на Херсон атаки достаточно сильно ослабели, и в основном все резервы перебрасывают Пентагон именно на купянское направление. С учетом того, что происходит сейчас в Херсоне, уже, видимо, силы Зеленского и западных стран уже поняли, что отступление, которое было в том регионе, оно было необходимо для того, чтобы заманить большую группировку войск именно в атаку, и таким образом методично перемалывать эту группировку войск, что, собственно, мы и видели в последние 2-3 недели. Именно поэтому мы видели противоречивые заявления о том, что якобы русские войска уходят с Херсона и перебрасывают на левый берег все вооружение и технику, личный состав, и практически город будут сдавать. Но тем не менее уже даже Зеленский озвучил, что это все информационная спецоперация. Давайте почитаем. Я не вижу, чтобы они убегали из Херсона. Это информационная атака. Это такая атака на нас, чтобы мы пошли туда, чтобы перебросили войска из других опасных направлений. Получается, на Херсонском направлении там практически месяц без передышки посылали войска на убой. А сейчас, с учетом того, что там уже полегло как минимум больше, чем 10 тысяч солдат Зеленского, то мы видим уже озарение о том, что там все-таки не так однозначно. И по факту план Генштаба Российской Федерации по тому, чтобы заманить группировку войск натовских в ловушку, он по сути сработал. И в этом сейчас признается по факту Зеленский. Тем временем мы видим, что ВКС России продолжает планомерно уничтожать различные узловые электроподстанции, и таким образом и Одесса, и Киев, и многие другие областные центры Украины сейчас находятся без света. Офис Зеленского уже даже перестал публиковать на своих сайтах различные графики верных отключений, потому что они и так не соблюдаются, потому что каждый новый удар по сути просто сбивает все эти графики верных отключений, и электроэнергия отключается когда попало. Также не стоит забывать, что сейчас очень много и трансформаторов, и электроподстанций перегружены, потому что туда перенаправляют электроэнергию с других направлений, и таким образом сейчас очень серьезная аварийность на энергосети Украины. И здесь мы видим, что каждая такая вот авария, она также играет в такой накопительный эффект с учетом авиаударов и ракетных ударов по этим подстанциям, и каждый последующий удар вызывает более масштабное отключение света, нежели предыдущий. Стоит добавить, что ракетные удары продолжаются также и по нефтебазам. Вот, например, фотографии с города Кривой Рог, там, где поражена очередная нефтебаза, и мы видим очень большое количество различных сгоревших нефтехранилищ. Интересные также новости приходят с Польши, потому что, как известно, управляют войсками Зеленского, конечно, американские генералы, а вот обучать украинских военных решили все-таки польскими генералами. И теперь мы видим, что тот польский генерал, который обучал солдат еще в Афганистане, в Ираке, он теперь будет обучать солдат Зеленского. Примечательно то, что если проанализировать просто, что случилось с иракскими войсками, которые обучал этот польский генерал, что с афганскими войсками, то все эти войска в конечном итоге быстро разбежались и либо примкнули к талибам, либо проиранским формированиям, либо все-таки переехали за границу. И мы видим, что это все-таки достойный такой серьезный генерал, который знает толк в обучении войск. Учитывая такую историческую перспективу, можно предположить, что все вот эти войска, которые сейчас обучают в Польше и в других европейских странах, то не в скором времени, как только натовские войска бегут с Украины, а все вот эти обучаемые, по сути, присоединятся к союзным силам, и, скорее всего, процесс объединения славянских народов продолжится. А тем временем за океаном уже обозначили Соединенные Штаты Америки свою так называемую оборонную стратегию. И мы видим, что там главная угроза для Соединенных Штатов обозначена как Китай. В оборонной стратегии четко указано, что главный военный враг для Соединенных Штатов Америки в ближайшие 10 лет это, безусловно, Российская Федерация. Но глобальный конкурент, который может отобрать пальму первенства у Соединенных Штатов Америки в экономическом, в технологическом плане, то это, безусловно, Китайская Народная Республика, которой руководят злые коммунисты. А тем временем в Белом доме отреагировали на заявление России о том, что Россия практически рассматривает уже возможность уничтожения различных
коммерческих спутников, которые обеспечивают связь войскам НАТО на территории Украины. И здесь мы уже видим, что Соединенные Штаты заявили о том, что ответ будет незамедлительным, если все-таки будет атака на критическую инфраструктуру в виде коммерческих спутников. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, по его словам, любая атака на инфраструктуру США встретит соответствующий ответ. Вот так вот нам просто десятилетиями рассказывали за то, что есть свободные компании в Соединенных Штатах, которые независимо ни от кого развивают свои спутниковые программы, типа там SpaceX и всего остального, запускают свои коммерческие чисто спутники, а оказывается, что это все просто инфраструктура Соединенных Штатов Америки. И если попытаются уничтожить такой типа коммерческий спутник, то это нападение на инфраструктурные объекты США. Получается, что все вот эти якобы владельцы независимых компаний, которые де-юре получаются независимые, по факту мы видим, что это просто все говорящие головы Пентагона, через которые заливаются деньги и таким образом реализуются проекты в космической сфере. А по факту все равно это госсобственность Соединенных Штатов Америки. Но для того, чтобы более надежно американцам защищать свою собственность и свою критическую инфраструктуру, то вот, например, мы видим новость о том, что все-таки решили американцы в своих базах в Европе там заменить боезаряды атомные и модернизировать их. И вот такие вот теперь уже модернизированные ядерные боеголовки уже будут распределяться по военным базам США в Евросоюзе. Тем не менее, для наивных дурачков, которые живут в Евросоюзе, будут американцы и дальше транслировать мысль о том, что страны Евросоюза типа независимые. Ну а американские ядерные боеголовки на американских военных базах на территории Евросоюза, ну это, знаете, так, для безопасности, просто чтобы европейцы жили долго и счастливо. На данный момент приходит много интересной информации, которую здесь на ютубе публиковать нельзя, потому что тут есть масса ограничений, а вот в телеграм-канале их нет. Поэтому все самое интересное я выкладываю у себя в телеграм-канале, ссылка на него в описании, первым комментарием под видео. Кому интересно, переходите, смотрите, подписывайтесь. Напоминаю, мой телеграм-канал выглядит вот так, сейчас делают много клонов и важно, чтобы вы подписались туда, куда надо. Ну а западные СМИ сегодня прямо с утра разразились радостными тирадами о том, что теперь Илон Маск купил социальную сеть Twitter и якобы, мол, знаете, птичка теперь на свободе, и якобы сейчас в этой социальной сети прямо, знаете, расцветет буйным цветом вот та самая свобода слова. Для того, чтобы данный миф транслировать дальше, то Илон Маск, как говорящая голова части американского олигархата, уже объявил о том, что цивилизации нужна свобода. Мне вот только интересно, если Илон Маск рассказывает, что цивилизации нужна свобода и спектр мнений, то разблокирует ли, например, аккаунты Russia Today или других российских средств массовой информации, у которых есть свое мнение, и тем не менее мы видим, что Twitter — это социальная сеть, которая жестко просто уничтожила эти аккаунты и запретила, чтобы американцы и прочие там другие национальности имели возможность получать также и такую точку зрения. И поэтому, если говорить за какой-то плюрализм мнений, за свободу слова, то здесь, если в течение недели, там, 2-3 не будут разблокированы аккаунты российских СМИ в Телеграме, то все это, знаете, бравада в пользу бедных. Ну а тем временем, пока Илон Маск пытается каким-то образом спасти давно померший миф о том, что в Америке есть свобода слова, плюрализм мнений и бла-бла-бла, то мы видим, что в Евросоюзе уже давным-давно, знаете, не думают за такие глупости, а тупо просто блокируют миллиарды долларов различных денег. И, конечно, эти все деньги принадлежат каким-то российским там олигархам и так далее. И многие тут могут, знаете, заахать и заохать и сказать, как же это так, в Евросоюзе вот так взяли и просто заблокировали целых 17,5 миллиардов денег российских граждан. И знаете, вот это все на самом деле вот хорошо. Потому что российским олигархам много раз, вот как самым последним баранам, объясняли, что на Западе вы эти деньги потеряете. Если вы держите деньги, недвижимость в западных странах, то таким образом просто вас держат всегда за шею, причем, знаете, петлей такой очень крепкой. И в конечном итоге все равно вы это все потеряете. И вот такие вот заморозки миллиардов, это очень и очень хорошо, чтобы до самого тупого российского олигарха дошло.
что Запад это рейдер, который всегда работает на уничтожение Российской Федерации и, конечно, вот таких вот сказочных идиотов, которые хранят там деньги. Поэтому здесь я могу разве что российским олигархам порекомендовать применить свои различные рейдерские способности, чтобы вот каким-то образом также забрать у европейских и там прочих западных стран различные ресурсы, деньги и так далее. Потому что здесь на самом деле поле непаханной работы. Там страны богатые, как говорится, если там российским олигархам удастся отрейдерить у там каких-то местных там американских или европейских бизнесменов пару миллиардов, то здесь, как говорится, в России это только приветствуется, особенно сейчас. При этом важно понимать, чем деньги обычных олигархов отличаются, например, от резервов Российской Федерации, которые также заблокировали. И если вы думаете, что вот эти вот 300 миллиардов, которые заблокировали Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки, то это якобы, знаете, такое прямо большое достижение западных стран, то здесь вы также не угадали, потому что, конечно, этими резервами Российской Федерации и Путин сознательно пожертвовали для того, чтобы дискредитировать доллар и евро. И для того, чтобы сейчас все страны выводили свои резервы с Соединенных Штатов Америки и Европы. И это, конечно, самый жесткий, самый сильный удар по Соединенным Штатам и по Европе за всю историю. Причем Путин понимал, что западные страны будут блокировать вот эти 300 миллиардов российских резервов, и поэтому заранее подготовился к тому, чтобы заблокировать внутри России заграничного вот этого западного капитала на сумму более $1 триллиона. И таким образом оказался в 2-3 раза в плюсе. И поэтому сейчас всякие там ExxonMobil, Danone и прочие компании, которые сделали бравурные заявления о том, что они выйдут из России, то по факту выходят с России только их условно заграничные собственники, а все остальное остается, включая, конечно же, и рабочие места, заводы и так далее. И в этом как раз и есть ключевое отличие между человеком с государственным мышлением и обычным российским олигархом, который по своей дурости или доброте душевной взял, да и хранил свои деньги в западных странах. Также Путин на своей валдайской речи обозначил, что в Украине во многом идет и гражданская война, и видно, что человек реально в материале, потому что если просто проанализировать, сколько сейчас сотен тысяч украинцев воюют в рядах союзных сил, то это, конечно, каждый четвертый, каждый пятый, с учетом того, что сейчас в России идет мобилизация. Раньше пропорция была другая. Если, например, в Латинской Америке все вот эти народно-освободительные движения от диктата Соединенных Штатов, они подавлялись, потому что Соединенные Штаты всегда поддерживали вооружением и техникой именно свою сторону, то здесь мы видим, что все-таки у народно-освободительного движения в Украине есть перспектива, потому что Российская Федерация оказывает для этого всю необходимую поддержку. И поэтому хочется надеяться на то, что в скором будущем все-таки в Российской Федерации на официальном уровне будет утвержден механизм по привлечению граждан Украины к народно-освободительному движению, особенно с учетом того, что миллионы сейчас граждан, которые, понятное дело, не могли на территории, которую натовцы контролировать, противостоять каким-то образом режиму Зеленского, вот те люди, которые выехали, то я точно знаю, что тысячи просто людей готовы присоединиться к этому благому делу и все-таки освободить нашу родину от того, что сейчас там происходит. Ведь сейчас, по сути, и в России, и в других странах идет процесс очищения. И мы видим уже, что в Донецке открывают памятник Павлу Судоплатову, тому самому генералу НКВД, который фактически уничтожил бендеровское подполье, которое отрабатывало на Британию, там, на Гитлера и так далее. 23 мая 1938 года Судоплатов по личному приказу Сталина убил в Роттердаме одного из лидеров украинских националистов Евгения Коновальца, передав ему замаскированную под коробку конфет бомбу. И если после смерти Сталина все вот эти героические страницы советской истории, они замалчивались для того, чтобы все-таки каким-то образом подстраиваться под местных условно типа националистов, то сейчас мы видим, что вся вот эта историческая справедливость, она восстанавливается. А в это время в Европе Польша продолжает требовать от Германии репараций за времена Второй мировой войны. И
требуют достаточно уперто, скрупулезно, выписывают даже какие-то там тезисы и так далее. И тут, как говорится, ну что можно ждать от террористического режима Дуды, который сейчас просто сходит с ума в своем националистическом угаре. Можно им разве что только пособолезновать. На этом, друзья, у меня все. Вы, тем не менее, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что там для вас всегда гораздо больше объективной и интересной информации можно предоставить, нежели здесь на ютубе. Ссылка на мой телеграм-канал в описании, первым комментарием под видео. Кому интересно, переходите, смотрите, подписывайтесь. До скорого.